Человеческий капитал Дальнего Востока. Развитие макрорегиона сегодня обсудят на круглом столе. Сквер труда в Якутске официально открыли новую зону отдыха. Хорошие эмоции и укрепление здоровья. На ипподроме ЕГСХ проходят курсы ипотерапии. Новости в студии. Павел Танин. Здравствуйте. Проблемы и решения развития человеческого капитала на Дальнем Востоке обсудят сегодня на круглом столе на площадке Международного информационного агентства «Россия сегодня». Как планы социального развития регионов повлияют на предотвращение оттока населения макрорегиона и приток новых жителей? Какие профессии и компетенции востребованы на Дальнем Востоке сейчас и в перспективе? Где брать специалистов, компетенции которых соответствуют запросу работодателей? Эти вопросы обсудят на круглом столе с участием руководителя Якутии Айсена Николаева, министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова и других экспертов. Прямую трансляцию дискуссии смотрите на нашем канале в 5 часов вечера. В Ленске начался долгожданный ремонт дорог. На улице Дзержинского работает специальная техника и уже практически снят старый слой асфальта. Закончить работы должны уже через неделю. Обойдется он немногим более чем в 9 миллионов рублей, но это не считая работ по благоустройству, которые планируется провести в следующем году. Как только асфальтирование улицы Дзержинского будет закончено, начнется ремонт улиц Пролетарская и Победы. Правительство региона рассмотрело программу обеспечения жильем педагогических и медицинских работников, выехавших работать в арктические и северные районы. Она действует с 2012 года. Специалист, участвующий в программе, проработавший 5 лет в данных районах, получает специальную выплату из бюджета республики на приобретение типовой однокомнатной квартиры. Эта сумма предоставляет 50% от стоимости квартиры. Половину он должен заплатить из своих или заемных средств. Председатель правительства республики Владимир Солодов поручил сделать анализ результативности и эффективности программы. Между тем, сегодня в ней участвуют 117 педагогов и 150 работников здравоохранения. Требуется очень много средств из бюджета, и в 2019-2020 году это недостаточно средств будет. Поэтому дано предложение о том, чтобы данный механизм распространить на тех участников, которые сегодня написали заявление. То есть сегодня потенциальные являются участники данной программы. А в последующем будем, наверное, скорее всего, немножко менять. В Якутске снизились запасы донорской крови в связи с жаркой погодой и отпусками. Доноры практически перестали посещать станцию переливания. Это негативным образом отражается на банке крови, а сейчас снизились запасы второй группы. Между тем, 6 июля в Якутии медики совершили серьезный рывок в истории трансплантологии Якутии. Впервые провели многоорганный забор и выполнили трансплантацию сердца, почек и печени. Но каждая серьезная операция – это результат совместного труда огромного коллектива, и свой успешный вклад вносят доноры. Подобные операции требуют большого количества крови, а на данный момент запасов становится все меньше. Хочу призвать население города Якутска стать донорами, сдать кровь. Донором может быть каждый здоровый человек, начиная с 18 лет. Что необходимо? Необходимо, чтобы человек, когда пришел на станцию, он предъявил свой паспорт. Также мы просим, чтобы был результат флюорографии. Ну и, конечно, желание сдать кровь, стать донором. Общение с животными дарит людям не только позитивные эмоции, но и укрепляет здоровье и лечит болезни. На ипподроме ЕГСХ проводят не совсем обычные занятия по верховой езде. Это курсы ипотерапии. На них занимается больше 10 детей со сложными диагнозами. По словам родителей, эффект от занятий заметен почти сразу. Связано это, в частности, и с тем, что у лошади специфический такт движения, особый ход, схожий с ходом человека. И сидя на лошади, у всадника работают почти все группы мышц. Благодаря этому смягчаются симптомы различных неврологических заболеваний. Общественное объединение инвалидов, проявив инициативу просто проведения этих курсов, после работы с детьми пришла к выводу, что это надо делать совместно. И мы очень рады, что руководители и коллектив ЕГСХ подвел под эту народную инициативу, будем говорить, именно научную основу. Мы очень надеемся, что в дальнейшем мы напишем совместный грант, и эта работа будет проводиться круглогодично, что важно для детей-инвалидов в целом. В Якутске официально представили новый сквер. Зону отдыха окрестили «Сквер труда». Это один из реализованных проектов программы «Народный бюджет». Он построен объединенными усилиями города и его жителей. На открытии побывал наш корреспондент Юрий Осипов.
Полгода назад на этом месте был пустырь. Сейчас по всей длине дома растянулся сквер. Проект – инициатива самих жителей. Помогла программа «Народный бюджет». Цена вопроса – 1 миллион 800 тысяч рублей. Миллион дал город. Идея, замечательное предложение. Ну и в рамках народного бюджета они прошли конкурсный отбор. И через народный бюджет было финансирование. Вот эта инициатива жителей, участие самих жителей – это яркий пример того, что именно наши жители сами вовлекаются в благоустройство нашего родного города. Деревья и цветы у сквера высадили жители, скамейки по индивидуальному заказу. Мы видим, что очень много людей отдыхает, пожилого возраста. То есть люди выходят с домов соседних, приходят, проходят с пляжа, когда идут, тоже отдыхают здесь. Ну, любуются. Но, по крайней мере, бережно относятся, и это очень отрадно. В скором времени здесь появится доска почета с именами лучших мастеров Якутска. Продолжить сквер планируют аллеей из яблонь. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. Командировка на Мундиаль. Уникальный шанс попасть на чемпионат мира по футболу выпал двум сотрудникам компании «Алроса». Так их наградили за отличные показатели в работе. Бесплатные билеты на матч в Санкт-Петербурге получили работники Мирнинского и Айхальского горнообогатительного комбината. Самых достойных выбирали среди всех цехов. Подробности у наших коллег. Старший мастер обогатительной фабрики номер 3 Григорий Николаев пребывает в чемоданном настроении. Всего пару дней назад он узнал необычную новость. Его командируют ни много ни мало на чемпионат мира по футболу. Побывать на Мундиале он мечтал еще с 2015 года, но не думал, что именно «Алроса» предоставит ему такой уникальный шанс. Изначально не поверил, думали шутка. Вот потом вот с отдела кадров позвонили, сказали, сейчас там подпись Иванову только осталась. И все, вот, потом еще раз позвонили, сказали, все, утвердили. Но я как бы до сих пор еще не верю. Шанс попасть на чемпионат мира по футболу выпал двум сотрудникам «Алроса». Так алмазная компания наградила их за отличные показатели в работе. Григорий признается, он фанат футбола. Играет с детства, следит за спортивными новостями. Увлечение перенял и его сын. Сыну сейчас 8 лет, он футболом занимается, но пока не серьезно. То есть вроде и хочет, и не хочет. Время покажет. Еще одним счастливчиком оказался Анатолий Артемов, машинист подземного рудника «Айхал». Он тоже большой фанат футбола. Не ожидал такого даже, когда сказали, удивился, не поверил. Ну, какие эмоции? Самые положительные эмоции. Съезжу, отдохну, посмотрю футбол, поболею. На футбольное поле Анатолий впервые вышел в 8 лет. И сейчас для него это уже не просто спорт. Хожу на тренировки, ездим на соревнования, выступаю за Айхал. Ну, как для меня футбол – это часть жизни. Конечно, за Россию рад. То, что дошли до четвертьфинала, молодцы. Никто не ждал этого. Григорий и Анатолий побывают на матче в Санкт-Петербурге, который пройдет 14 июля. Чтобы выбрать счастливчиков для участия в программе «Командировка на Мундиаль», все цехи представили по одной кандидатуре. Выбирали достойных среди них долго. До завершения чемпионата остаются считанные дни. Уже в это воскресенье, 15 июля, станет известно, кто завоюет Кубок Мундиаля. А обо всех подробностях спортивной командировки работников «Алроса» и их впечатлениях от поездки мы расскажем вам в ближайших информационных выпусках. Марфа Яковлева, Оксана Мезенцева, Роман Ларин, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». В Алдане стартовал второй сезон летних учебно-тренировочных сборов детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по направлениям лыжные гонки и биатлон. Сезон открыли под девизом «Путь к олимпийским медалям начинается здесь». 62 юных спортсмена участвовали в экспресс-викторине. По окончании праздника произнесли клятву. Вначале спортсмены, затем тренеры. Пообещали весело провести время, проявить все свои самые лучшие способности, укрепить свое здоровье, отлично отдохнуть и найти новых друзей. А в Нерюнгри стартовал турнир по технике горного туризма среди детей и подростков. Его приурочили к году здорового образа жизни в Нерюнгринском районе. Наши корреспонденты побывали на открытии. Юные нерюнгринцы в возрасте от 12 до 18 лет собрались в парке имени Черяева, чтобы принять участие в открытом турнире, посостязаться со сверстниками и проверить свои силы. У них две категории прохождения – сложная и легкая. Сейчас мы смотрим, как девочка идет у нас по малому кругу, легкая категория. Дальше будет у нас сложная категория. В принципе, это у нас делается для популяризации активного досуга для детей, чтобы им было чем заняться. Так как у нас очень
мало мест, куда можно сходить подросткам. Они здесь лазят сами, без страховки, могут повредиться. Организатор данного мероприятия – местное отделение ДОСААФ России по республике Саха-Якутия в городе Нерингри, которая взяла на себя всю ответственность за соблюдение правил техники безопасности. Детей не очень много, около 20 человек. Мы думаем, что в последующие турниры у нас будут больше детей привлекаться, больше детей будут интересоваться именно этим видом спорта, это спорт. Это не только увлекательная форма досуга, но и отличный способ получить полезные спортивные нагрузки. Высокая социальная значимость данного мероприятия в пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде и его позитивное влияние на подрастающее поколение. Мое время было 9 минут 26 секунд. Я прошел полный круг. Было не очень тяжело, но вначале капельку запутался. Победителей и призеров соревнований определяли по наименьшему времени прохождения маршрута в каждом виде программы и в каждой возрастной группе. Юных активистов наградили грамотами, медалями и памятными вымпелами, а также были вручены специальные призы по 4 номинациям. Александра Цыбикова, Лилия Ягудина, Нерингри. Сегодня жители Земли станут свидетелями редкого астрономического явления – солнечного затмения суперлуной. В последний раз подобное стечение обстоятельств происходило почти 44 года назад. По сути, одновременно произойдут два разных явления. Во-первых, Луна приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. Такой феномен астрономы называют суперлуной. Во-вторых, естественный спутник Земли частично заслонит собой Солнце. Произойдет солнечное затмение. Ждать следующего такого же явления придется долго. Оно повторится в 2080 году. По якутскому времени наблюдать за затмением суперлуной можно будет в 17:25. У меня к этому часу все новости. Оставайтесь с нами.